Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики на постоянном контроле держится вопрос проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов, в том числе средств связи. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы поговорим сегодня. Гость в студии Игорь Миронов, старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики. Игорь Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что запрещено приобретать, иметь при себе осужденным в исправительном учреждении? Хотелось бы сразу же задать лейтмотив такой небольшой нашей встречи. Как только человек попадает в орбиту уголовно-исполнительной системы, как только он направляется в пенитенциарное учреждение, он совершенно необходимо меняет парадигму взаимодействия с внешним миром с такого обывательского отношения к нормативному регулированию. И основным документом, который регулирует его дальнейшее пребывание в исправительном учреждении, это становится правило внутреннего распорядка исправительных учреждений, новая редакция которых утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации 4 июля 2022 года. Соответственно, список, вернее перечень запрещенных к обороту предметов, он изложен в приложении номер 3 к указанному приказу, доступен к прочтению и к руководству как непосредственно осужденными, так и родственниками и близкими. С ним я близким и родственникам самым настоятельным образом рекомендую ознакомиться. Почему? Потому что он довольно-таки обширен и наполнен как совершенно очевидными вещами, как, например, допустим, колющие, режущие предметы, сотовые телефоны, там, средства связи, так и не совсем очевидными для граждан позициями. Например, в новой редакции, как я уже сказал, от 4 июля 2022 года, у нас в категорию запрещенных предметов отнесены все устройства для табакокурения, то бишь вейпы, всевозможные электронные сигареты. То есть разрешены только непосредственно сигареты, ну, в котором в простом, самом обычном понимании, которые там, в ларьке продаются. То же самое относится к бытовой химии, к всевозможным одеколонам на спиртовой основе. Это становится причиной ряда, ну, я бы, конечно, не назвал эти ситуации курьезными, потому что они весьма показательны и влекут весьма негативные последствия как для осужденных, так и для родственников, но становится причиной ряда ситуаций недопонимания, например, со стороны родственников, когда в сети розничной продажи приобретаются различные одеколоны, средства после бритья и тому подобное. А при осуществлении передачи потом оказывается, да, о том, что все-таки данное вещество содержит алкоголь в той или иной процентовке. Вот. Поэтому с данным документом, конечно же, необходимо ознакомиться. Вообще, в принципе, органы правопорядков, в частности, уголовно-исполнительное, значит, подразделение, оно ведет систематическую работу, проводится систематическая обысковая работа при осуществлении передач, при проверке посылок, при проверке тех родственников и близких, которые прибыли на свидание. Но приведу просто такую цифру. Да, по состоянию на 1 октября 2023 года у нас по исправительным учреждениям изъято 51 единица средств связи при доставке. Вот, это то, что было в посылках, в передачах, то, что родственники у нас попытались провести с собой. Ну вот чем грозит попытка передачи осужденным запрещенных предметов? Тут зависит непосредственно от того предмета, который передается. Совершенно понятно и совершенно очевидно то, что если человек попытается пронести в исправительное учреждение наркотическое средство, да, то, соответственно, отвечать будет в рамках уголовного судопроизводства как за сбыт
либо попытку сбыта наркотического средства. Если мы говорим о попытке проноса иных запрещенных предметов, то, соответственно, ориентируемся на статью 19.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это от 3 до 5 тысяч рублей штрафа и плюс конфискация данного предмета. Кроме того, не совсем очевидное, опять же, для прибывающих на свидание лиц последствия, это в случае попытки передачи запрещенного предмета автоматически происходит прекращение длительного свидания. Вот такие у нас меры ответственности наступают. А вот как отражается, да, факт владения запрещенным предметом на судьбе самого осужденного? Честно сказать, самым печальным образом. Потому что в силу части 1 статьи 116 Уголовно-исполнительного кодекса приобретение, хранение, использование, изготовление запрещенного предмета, это у нас является злостным нарушением, которое, соответственно, влечет не только наложение дисциплинарного взыскания, вплоть до водворения в штрафной изолятор и перевод в помещение камерного типа, но и может влечь в порядке статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса смену режима. В особенности это актуально для осужденных, которые отбывают наказание на колониях поселения. Вот здесь я просто заклинаю родственников, чтобы такие ситуации они не создавали. Это прямо вот табу реально. Потому что у нас человек приходит на колонию поселения, он, соответственно, только прибыл, он, соответственно, находится сравнительно с другими исправительными учреждениями в облегченных условиях. И вот попадается там, допустим, с телефоном, еще с чем-то, это злостное нарушение, поступает представление в суд о смене режима в порядке 78 и дальше меняется на исправительную колонию общего режима. И тут есть еще одно тоже не очень очевидное последствие. У нас в республике нету исправительных учреждений колоний общего режима. То есть человек едет дальше отбывать наказание, либо там в Приморский край, либо в Красноярский край, со всеми вытекающими последствиями. То есть это к нему потом на свидание очень трудно ехать, это потом к нему очень трудно передачи направлять. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы очень сильно предостеречь родственников, близких от таких необдуманных, непродуманных шагов. Вот. А вообще, вот как следует, да, осужденным общаться с семьей и близкими? Очень просто. Как бы сказать, самый очевидный способ — это, конечно же, переписка. Даже в свое время шутка такая бытовала о том, что парень с девушкой встречаются, и вот девушка ради романтики говорит: а давай я тебе бумажное письмо напишу. Он говорит: а ты что, говорит, в тюрьме сидишь? Вот, пожалуйста, вот, то есть переписка. Кроме того, в исправительных учреждениях в настоящее время сформирована сеть терминалов для предоставления услуг телефонной связи. Это операторы Зона Телеком, операторы Ариадна. Эксперимент по их внедрению дал совершенно фантастические результаты. Сейчас в каждом отряде, не секрет, что вообще исправительное учреждение делится на отряды, в которых осужденные проживают. Сейчас в каждом отряде исправительного учреждения находятся телефонные аппараты и Зоны Телеком, и Ариадна. Совершенно беспрепятственно осужденные по ним осуществляют звонки. Размах этой связи я продемонстрирую только одной цифрой. По состоянию на 1 октября у нас зафиксировано 618 тысяч звонков вообще, в принципе, по республике. Я думаю, что это достаточно ярко свидетельствует о ее доступности. Более того, на участках колонии поселения, которые присоединены к исправительным учреждениям, в настоящее время, с этого года, заработали системы видеосвязи. То есть родственники могут скачать приложение, установить его себе, соответственно, получить логин для связи, и их родственник, отбывающий наказание в местах лишения свободы, может осуществлять им видеозвонок. То есть средств для поддержания связи с родственниками в установленном порядке достаточно. Есть информация, да, что теперь можно заказать для осужденного посылку через интернет. Как при этом избежать мошенников?
Вопрос понял. Вопрос, вернее, не то, что вопрос, а ответ здесь будет немножко с предысторией. В свое время, давайте так, реализация продуктов питания и товаров первой необходимости в исправительных учреждениях, она осуществляется государственными унитарными предприятиями системы ФСИН России. То есть это ВГУП Калужская, ВГУП Приморская, там, ВГУП Красноярская. И в свое время возникла очень интересная бизнес-идея по поводу этого. То есть, а давайте вместо того, чтобы человек собирал 20-килограммовую сумку с передачей, ехал в колонию, которая расположена зачастую за пределами населенного пункта, а давайте сделаем дистанционную покупку. Был открыт соответствующий сайт под патронажем ВГУП, и он начал действовать. Вопросов нет. Как бы в чисто маркетинговых целях это называлось там ФСИН-посылка, ФСИН-передача, но фактически, юридически это посылка и передачи не было. Потому что здесь есть еще один такой момент. У нас для осужденного предусмотрено определенное количество посылок и передач в год. То есть, например, если у нас человек отбывает наказание в исправительном учреждении строгого режима, то у него положено на обычных условиях, то ему положено 4 посылки в год. То, что предлагали в ГУПы, это не было посылкой. Это фактически было дистанционным приобретением в магазине. Примерно сама бизнес-модель выглядела так. Я иду на какой-нибудь маркетплейс, да, то есть, допустим, да, то есть, ну, чтобы было понятно, покупаю там шуруповерт, а в качестве получателя указываю другое лицо. Например, Иванова Иван Иванович, которому я сделать подарок на день рождения хочу. Иванов Иван Иванович идет в магазин, показывает паспорт, забирает шуруповерт. Здесь то же самое. Родственник осужденного заходит на сайт, выбирает определенный набор продуктов питания, указывает фамилию, имя, отчество и исправительное учреждение, где отбывает наказание тот человек, выгодоприобретатель, так будем говорить. Этот осужденный приходит в магазин и просто забирает уже оплаченные товары из магазина. Он не получает их посылку, он их забирает с магазина. Система стала работать в Москве и Московской области, постепенно распространяясь на центральную часть Российской Федерации. В Дальневосточном федеральном округе, и в частности в Республике Саха-Якутия, она никогда не работала. У нас ФСИН-посылка, ФСИН-покупка, она у нас никогда не работала. То есть деньги можно было закинуть на лицевой счет осужденного, но фактически приобретал, он потом шел в магазин, и на эти деньги он приобретал товары сам. А с определенного времени, примерно с 2020-2021 годов, стали поступать обращения от граждан о том, что они обращаются на сайты, и у них там происходит дальше два момента разных. Либо это полностью мошеннические сайты, куда деньги отводим, и больше мы ничего не получаем. Либо второй вариант. Они выбирают определенные товары, оплачивают их, и потом осужденному приезжает посылка в исправительное учреждение. То есть нюанс он сам не забирает. Да, то есть нюанс чувствуете. Эта посылка, она, соответственно, входит в число тех 4 разрешенных в год посылок и передач. Соответственно, больше посылок он получает не сможет. Да, соответственно, происходит просто подмена услуги. Ну и как теперь-то это работает, не работает система? Эта система, она не работает на настоящий момент. Поэтому, опять же, родственников, близких, да, в данном случае необходимо, конечно же, предупредить о том, что запросто можно столкнуться именно с таким горем, то, что мы приезжаем делать передачу, а говорят, а вот у вас положенности-то нету, вы же 4 посылки-то уже израсходовали. Здесь лучше быть внимательными, да, и самостоятельно, безусловно. Что ж, Игорь Дмитриевич, большое спасибо за интересный разговор. Надеюсь, эта информация мне лично, конечно, не пригодится, но нашим телезрителям этот разговор был полезен. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам, ответили на вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы. Взаимно. Вам также.
А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.